О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиаполе. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Программа «Медиаполе». На ЛТВ-1 запустили 5-й сезон проекта «Литература» – увлекательного путешествия в мир писателей. Это необычная встреча, пересечение современных латвийских писателей и писателей прошлого, на этот раз в 8 сериях. Один из ведущих, Густав Терзенс, расскажет нам, чем этот сезон отличается от предыдущих и как получилось, что мостик из настоящего в прошлое сейчас получил зеркальное отражение. Густав Терзенс, известный теле- и радиоведущий, сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Густавс. Labdien, LR4 klausītāji. Да, Labi ēst gribu, pusdienas laiks. Да, хорошего аппетита. Сегодня у нас будет необычная программа, я вас предупреждаю. Наверное, первый опыт в программе «Медиаполе» билингвального общения в прямом эфире. И я думаю, что у нас все получится, тем более, что за операторским пультом у нас сегодня Яна Дреймане. Мы начнем наш интересный разговор, но вначале, по традиции, как в «Медиаполе», обзор некоторых других публикаций. Больше, чем у Бетховена симфоний. Так на вопрос журнала «Ир», сколько книг у него уже вышло, ответил Марис Бишовс, создатель ироничных рисунков, который стал и автором рассказов. Сборник рассказов называется «Дом Раксты». Критики отмечают их самобытность. Марис – карикатурист, который когда-то делал рисунки для журнала «Дадзис». Все началось с подписей к рисункам и так дошло до рассказов. Бишовс способен увидеть необычное в обычном, увидеть то, о чем другие не задумываются. Так у него получилось с рассказом о сцене, которую он увидел в простом почтовом отделении «Латвия Спасц» или на выставке в музее под открытым небом. А когда он предложил свой рассказ о плане спасения мира Греты Тунберг под названием «Урсула» порталу Сатори, то там его не взяли, не вписался в политический курс. Это, мол, серьезное дело, и над этим посмеиваться нельзя. По признанию самого автора, в его рассказах есть что-то от Беккета. Его интересуют ситуации, в которых есть что-то абсурдное, что-то странное. Рисунки Мариса Бишопса были опубликованы в самых известных мировых СМИ. В Times, Newsweek, Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal. Его рисунки помещали на обложке, так как, по словам Мариса, он мог придумать лучше всех англичан и американцев. У него божий дар – придумывать. А учится он и у Кандинского, и у Пикассо. Марис Бишовс жил в Париже, в Тель-Авиве, в Америке, но 20 лет назад вернулся в Латвию и не жалеет об этом. Летом ему должно исполниться 84. Путешествие по городским усадьбам. Статья под таким названием опубликована в журнале «Открытый город». В ней рассказывается об истории рижских усадеб, купца Мухина, фабрикантов Поповых, садовода Вагнера и других. Деревянный двухэтажный дом в стиле классицизма первой половины XIX века на улице Тургенева, 23/25 рода Мухиных, до сих пор ждет ремонта, продолжает ветшать и разрушаться. В 1989 году, к столетию скульптора Веры Мухиной, в этом доме была открыта мемориальная комната. Сын Мухиной во время денационализации в судебном порядке вернул часть имущества своих богатых предков-купцов, а дом, где родилась его мать, возвращать не стал. Вскоре управление железной дорогой продало здание какой-то фирме, и еще долгие годы во дворе находились автостоянка, а комнаты в этом доме арендовали различные ателье и мастерские. В Нидерландах выдали лицензию на вещание российскому телевизионному каналу TV Rain или «Дождь». Как сообщило Латвийское радио, решение об этом нидерландский регулятор принял в декабре, а сейчас оно официально опубликовано на странице регулятора. Ранее Латвийский совет по электронным СМИ аннулировал лицензию «Дождя», сославшись на серьезные нарушения. Почему мы были равнодушны к своей стране?
Под таким заголовком на портале «Новая газета Европа» выложено интервью Артура Смольянинова главреду издания Кириллу Мартынову. В начале войны актер Артур Смольянинов заявил о своей антивоенной позиции, после чего его уволили из государственных проектов. Он уехал из России. В Риге актер принял участие в возобновленном проекте «Гражданин-поэт» и снялся в антивоенном клипе группы «Ногу свело» с Чулпан Хаматовой. Кирилл Мартынов поговорил с актером о войне в Украине, продажных коллегах и чувстве стыда за сограждан. Начали с темы предательства. Есть такая тема, знаете, предательства. Причем я, конечно, не про то, что нужно было там Путина поддержать и, значит, записаться на войну. Даже достаточно разумные люди говорят про то, что бросить свою страну, своего зрителя, свою аудиторию и уехать и начать все это заново, и когда это в такой сложный момент, это некое предательство. Что вы им отвечаете? Ну, во-первых, вы первый, кто со мной эту тему поднимает. Со мной вот в жизни, в частных разговорах никто такую тему не заводил. Потом тут нужно договориться о понятиях, что такое Родина. Для каждого это же свое. Для меня Родина... Я люблю язык. В языке, в общем-то, многое заложено, ответы на многие вопросы. Вот Родина – это что-то родное. Что для меня родное? Понятно, как для всех людей. Близкий дом. Работа. В этом смысле я никого не бросил, несмотря на то, что я переместился в пространстве. Я сохраняю со всеми связи. Более того, гражданин-поэт – это как раз не бросание своего зрителя, а вовсе-таки наоборот, возвращение к нему. Даже, я бы сказал, в моем случае выход какой-то. Видеоинтервью Мартынова с Смольяниновым 49 минут на сайте издания. Медиаполе. На Латвийском радио 4. Сегодня в программе «Медиаполе» мы рассказываем о 5-м сезоне проекта «Литературы». 5-й сезон. Команда та же. Это ведущие Марта Селецка, Густав Терзенс, который сегодня находится у нас в студии, режиссер Удис Олте. Мы последний раз с Густавом встречались здесь у нас в эфире в 2021 году, но с тех пор изменилось многое. Тогда Густав говорил с нами на русском языке, сегодня он предложил общаться на латышском. Давай с этого и начнем. Почему такое решение? Tāpēc, ka tas ir ļoti interesanti. Mēs ar iepriekš pieminētajiem maniem draugiem un kolēģiem, ar Martu un ar Uģi, esam piekopuši šādu praksi, piemēram, sarunājoties ar itāļiem, ar lietuviešiem, ar indiešiem arī. Mēs runājam savā valodā, un viņi runā savā valodā, un vai tur pa vidu mēs varam saprasties. Un tas interesantākais ir tas, ka var kaut kādā meta līmenī, augstākā sajūtu līmenī, ārpus verbālā, mēs varam saprasties. И как долго вы разговариваете, каждый на своем языке? Ты упомянул итальянца, ты упомянул даже индуса. Такой вот разговор, каждый на своем языке, но при этом на космическом уровне понимания. Как долго? 5 минут, наверное, можно. Citi cilvēki laulībā nodzīvo 20 gadus, runā vienā valodā, bet viens otru tā arī nav sapratuši. Это я согласна. Не всегда язык помогает счастливо прожить в браке, даже с человеком, с которым ты говоришь на одном языке. Ну а если наш министр культуры Пунтулис, он почти всегда приводит статистические данные, что сейчас уже практически все хоть на каком-то уровне понимают по-латышски, говорят по-латышски, то, я думаю, большинство все-таки поймет, о чем сегодня пойдет речь, или поймут отдельные слова, им захочется узнать что-то больше, это будет еще как мотивация. Es nezinu, vai valodai var matemātiski pieiet. Министrs varbūt var, jā. Да, он оперирует именно цифрами социологических исследований, и молодое поколение это вообще без проблем, и остался небольшой процент, я просто сейчас по памяти не помню, тех, кому еще трудно, но в основном, конечно, это люди такие уже в возрасте. Но у вас тоже формат изменился, 5-й сезон, насколько я понимаю, подход теперь к этой программе несколько иной. Раньше было так, что писатель, современный писатель, латышский современный писатель, который вот среди нас, живой, он
идет, так скажем, по дорогам писателя из прошлого. Nē, Да. tas saglabājas. Это сохранилось, этот jā, подход? Потому что в том пресс-релизе, который я увидела, что сейчас вроде как наоборот, что вот этот вот мостик из настоящего в прошлое сейчас получил как бы зеркальное отражение. Nu, to Uģis Olta teica, tā ir metafora. Это метафора. Tās ir tāds tēlains izteiksmes līdzeklis, jo mums ir sajūta, ka no tās aiztelpas, aiz tās milzīgās plīvorotās robežas, kur nonāk pilnīgi visi rakstnieki, dzejnieki, mākslinieki un lielo dvēseļu mantinieki, ka šoreiz tos dzīvos autors ir izvēlējušies viņu no tās aizpasaules. Nevis tie dzīvie viņus ir izvilkuši no turienes ārā. Nu, tā ir tāda spēle, vārdu spēle būtībā, jo, kad, piemēram, Svens Kuzmins teica, ka viņš ir izvēlējies savu draugu Kikoni, dzejnieku un pāragri aizgājušo, tad bija tāda sajūta, ka Kikoni ir pasaucis Svenu. Jo par maz mēs zinām par šī dzejnieka dzīves stāstu, par viņa atstāto mantojumu. Domājieties, un cilvēks dzīvo īsi un spilgti, un tad gadus vēlāk ir viņa draugs, kurš tiešām sirsnīgi un dziļi un pareizajā toņkārtā var šo stāstu izstāstīt. Да, здесь можно провести аналогию, ведь говорят некоторые, что дети сами выбирают своих родителей и приходят в этот мир, там и с небес посмотрели, хочу вот жить в этой семье. И так получается, что, как ты говоришь, писатели, которые уже нет среди нас, но вот они хотят, возможно, напомнить о своем творчестве, чтобы им больше о них рассказали, они стучатся к какому-то современному писателю, чтобы поднять эту тему. А сам Свен Кузминс, через которого мы познаем мир Киконе, как он почувствовал, что к нему стучится Киконе? Что про него надо рассказать? Ему во сне это приснилось. Он просто увидел книгу на столе в нужный момент и на обложке. Pirmkārt, Svens un Kikone bija draugi. Viņi bija draugi, un Svens ļoti pārdzīvoja, kā ļoti daudz pārdzīvoja, ka Kikonijas pāragri devās prom dēļ jūrniecībā, svešās pasaules jūrās saķertu slimību neārstējami. Un Svens jau arī ir lielās, plašās dvēseles cilvēks un mākslinieks, un tagad arī burtu mākslinieks. Un, es domāju, tā ir tikai likumsakarība, jo Svens ir ļoti daudz par Kikoni. Ja? Rakstījis arī krājumā, viņš ir runājis par viņu daudz, viņš ir to mantojumu turējis dzīvu. Un mēs vienkārši esam kārtējie lāpneši, kārtējie, tādi garām gājējie, kārtējā grāmatzīme ar savu raidījumu, kas pieskarās šim, un es ļoti ticu, ka Svens turpinās runāt un turēt Kikoniju dzīvu. Да, первый эпизод нового сезона, первой из 8 серий, как вы уже поняли, это о творчестве двух известных наших авторов. Это Свен Кузминс, который получил недавно премию за одно из своих произведений. Дизажио роман. Да, роман Дизажио. И поэт Кикон, который, как ты сказал, умер в 22 года. Видишь, ты меня опередил. Я сама хотела у тебя спросить, почему он так рано ушел из жизни. И я подумала, что раз он стал ходить в море, думаю, наверное, что-то случилось, но вряд ли шторм. Сейчас спасательные команды хорошо работают. Мне даже в голову не могло прийти, что он подцепил там какую-то неизлечимую болезнь во время этих своих дальних странствий. Но была интересная мысль, что обычно моряки, которые уходят на морские просторы, начинают писать. А здесь получилось как-то наоборот, что он уже был хорошим поэтом и вдруг решил поступить в морскую академию, а стоит вообще-то, кстати, недешевое удовольствие получить такое образование, и вдруг решил отправиться в море, потому что, вот как считает его друг Свен Кузминс, что, наверное, вот просторы его тянули, или вот это желание побыть в одиночестве, когда ты в море, и при этом абсолютно бурная жизнь, когда ты выходишь на берег. Вот когда ты читала вот эти стихотворения, ты видел в этих стихотворениях отражение жизни моряка уже, а не только поэта? Kādas lielākas un plašākas telpas meklējumi, jeb oda šīm telpām lielajām, kur horizonts parāda tikai to, ka tur ir vēl viens tāds pats plašums aiz tā, un ka tā var klejot un klejot. Protams, tur ir, bet
atsaucoties, lai nebūtu tik gaisīgi un ēteriski par šo jārunā, Svens epizodes sākumā, raidījuma sākumā tieši par šo stāsta, ka Kikonijs ar tādu veselīgu sarkasmu un ironiju ir paziņojis viņam kā draugam, zini, jūrnieks būšu, iestājos akadēmijā. Ja? Ja, un tas ir bijis ar tādu, tādu augstas raudzes ironiju, ja? Kur tad tu dzēnieks, tu tā kā esi no trauslajām toņkārtām, kur tu līdīs tik raupjā un šausmīgi tādā eksistenciālā, tādā arodā kā jūrnieks, tur baigiem mužikam jābūt tādam, no dzelzs bez mazvai. Ja. Ирония высшей пробы, но если вспомнить нашего мирового, так скажем, известного российского путешественника Конюхова, да, который тоже и на собаках куда-то там по снегам, и в одиночку океан переплыл, и при этом тоже пишет очень тонкие лирические стихи. Но раз ты упомянул первую серию, я предлагаю нашим слушателям фрагмент первой серии. Сейчас расскажу тому, кто, может быть, не знает, какой формат программы. Густав Терзенс, ведущий, он берет книгу в руки автора и ходит по местам, читает людям, которых встречает на улице. Читает стихотворения, потом их спрашивает, смотрит на реакцию этих людей. И есть Марта Селецка, вторая ведущая, которая уже ходит с известным писателем, поэтом, в данном случае это Свен Кузьминс, тоже по тем местам, которые так или иначе имеют отношение к писателю или поэту из прошлого и обсуждают какие-то детали его жизни. Я сейчас выбрала один из фрагментов, он тоже на латышском языке, но послушайте внимательно, мне просто понравилось, как наш гость Густав Терзенс, как это происходит в жизни, когда он декламирует вот эти вот стихи просто где-то на улице, иногда даже стоит с микрофоном, как будто как певец, который денежки собирает. Интересно очень снято. Давайте послушаем первый фрагмент. Reto un neparasto vārdu komisijas dienas kārtībā 2 vārdi. Kikone un dizāžio. Dizāžio jaušana vidusjūras pieskaņa. Kikone izklausās pēc vēl tālākām aizjūrām. Ja dizāžio ir Svena Kuzmina romāna nosaukums un arī varonis, tad Kikone pats ir autors. Bezpajumtnieki, mēs esam nekas vairāk izmesti nelikumīgie laimes īrnieki. Pamesti maisi melni plastikāta, maisi aiz stūra pilni ar zvaigznēm. Ķirzaks mēs esam nekas vairāk. Katrs gabals nokritis no mums agri vai vēl attaug. Naksnīgi lidoņi mēs esam nekas vairāk. Kā smagas kravas mašīnas bīdām mēnesgaismu tuvāk. Sievietes arvien biežāk dzemdē zārkus. Mēs nevaram dzīvot bez brūcēm. Bet mums nevajag debesis citas vislabākās, tās, kas virs galvas. Mēs pagalmā slidojam, spēlējam novus, un naktis izējam caurcaurēm tukšas. Mēs esam ķermenis no neskaitāmām vīlēm. Mūsu aizvējā baložas sildās, mūsu fronte ir jauni horizonti. Mēs laimes putnus nododam lopkautuvēs, zelta metāla lūžņos, pašiem sevi jāvalk ārā, pašiem jāsaredz svīstošā gaismiņa. Mūsu paudze ir aizberga iekšējie ledlauži. Mūsdienās visus, kas mīl, ir jānovēro laboratorijās. Mēs neļaujam spļaut uz putniem, kas lido meklēt mūsu jēgu. Mēs visi lūdzamies, lai nāve beidzot būtu uz savas gultas, lai nāve beidzot būtu uz savas gultas un kāpņu telpās nebūtu špriču, lai nāve beidzot būtu uz savas gultas. Я не переводчик литературных произведений, но некоторые метафоры заложены в этом фрагменте. Они меня так зацепили. Я переведу на свой лад некоторые из них.
Я выбрала этот фрагмент, потому что в этой первой серии часто говорится, что как бы связывает это творчество Свена Кузьмина и Киконе. Их объединяла вот эта тема бездомных, тема бомжей, и они знали об этом не понаслышке. И вот этот фрагмент. «Мы бездомные, выброшенные незаконные получатели арендованного счастья. Ничего больше, как черный пластиковый мешок, выброшенный где-то за углом, но полный звезд». Что меня задело, да? Женщины все чаще рожают гробы. Мы не можем жить без ран. Но нам не нужно лучших небес, чем те, что над головой. Или, например, мы птиц счастья сдаем на бойню, а золото сдаем на металлолом. Ну и там дальше. Мы просим, чтобы смерть настала нас в своей постели. Это повторяется дважды. Вот а тебя какая из этих вот метафор зацепила больше всего именно вот в этом фрагменте? Меня, например, то, что женщины все чаще рожают гробы, вот на нынешнем фоне, когда идет война, меня это вот просто как током пробило. А тебя? Вот... Man ļoti grūti ir pieķerties kādai vienai rindiņai vai kādam vienam atsevišķam dzējolim, dzējas rindai šajā gadījumā, jo man tā kā ir tas tuvums gan dēļ tā raidījuma filmēšanas tāda cita veida iedziļināšanās, ja tā nav tāda vienkārši es paņēmu grāmatiņu un palasīju brīvā sestdienas pusdienas laikā. Tas tāds vairāk, tāda vairāk atbildīga lasīšana, jo arī raidījums ir savā ziņā tas tā kā dzējniekam iznākt un pirmoreiz publiski lasīt savu dzēju, ne visi to var. Un, ja godīgi, tad ne visa dzēja ir lasāma verbāli, ne visa dzēja ir lasāma skaļi, mutiski. Un man liela daļa no Kikonija rakstītā šķita tāds bāc, man dēļ tā raidījuma, tas ir jālasa skaļi, bet es taču nemāku nemaz to pateikt. Es nemāku to izlasīt. Es nemāku to izlasīt, pārvērst fonētiski kaut kā to man iemācītu kāds ilgus skatuves sabijis aktieris vai pareizs, es nezinu, kas radio māca pareizo runu. Neviens no šiem cilvēkiem nevarētu pareizi mācēt Kikoniju lasīt. Ja, un šajā gadījumā es vairāk jutu to mirkli, es mēģināju empatizēt ar to, kā viņi ar Svenu, kā jauni puikas, radoši, brīvi, kas zeltu nodod metālūžņos, ložņā pa jumtiem, ziedo puspudeli sīvā, kas ir paņemts līdz vietas dieviem, nevis izdzer paši, un tur iemanto kādu pilnīgi citu sajūtu, pilnīgi citu realitāti, un pēc tam šo pieredzi nes sev līdzi, liek uz papīra, izdzīvo zīmējumos vai ved jūrā sev līdzi. Tā kā drīzāk par to. Да, я согласна с тобой абсолютно, что не каждое стихотворение, произведение пригодно для того, чтобы читать его громко, что есть какая-то доля интимности, что это не то чтение, когда ты берешь просто книгу, пару строчек из нее прочитал, и потом можешь так спокойно рассуждать. Тебе надо вот эта вселенная, ты погружаешься во вселенную этого писателя, будучи, конечно, одним из авторов этой программы. Но в этом же тогда самая тяжелая твоя доля в этой программе, потому что всю вот эту тонкую материю ты выносишь на простую улицу. И вот я заметила, что реакция людей, к которым ты подходишь, допустим, девушка, она мне показалась такая умненькая, в очочках, с длинными волосами, молодое поколение, на какой-то автобусной остановке не хочет с людьми, хочет где-то в сторонке. Ну, а что мне там ждать этот час автобус с этими людьми? А ты что, не любишь людей, спрашиваешь ты? Глазками похлопала, ты читаешь стихи, а она говорит, красиво прочитал. А у меня вопрос, а задумалась ли она над содержанием? А две женщины, которые уже даже не поколение серебряное, да, как мы говорим, там, лет 50, а две женщины из поколения сеньоров, ты начинаешь читать фрагмент, в котором тоже, по-моему, идет, если я не ошибаюсь, речь о бездомных, и они просто встают, обе две, поднимаются, разворачиваются, смотрят на тебя такими глазами, а что мы здесь делаем?
идут дальше. Да? Man šeit jāpaskaidro. Да, поясни, вот как тебя вот эта вот реакция людей? Konkrētajā gadījumā. В конкретном случае ты сейчас про девушек будешь говорить или про этих двух женщин, которые встали и не дослушали до конца? Lai nesamestu visu vienā grozā, meitenei tika ļoti tiešām intīmi Kikonija dzejoļi, jo Kikonijas mēdza veltīt dzejoļus uz vietas kādam cilvēkam, kādai meitenei, kādam. Un tas, ka tas ir nodrukāts uz papīra un visiem pieejams un nopērkams grāmatnīcā, nemazina to факт, ka tie ir ļoti intīmi un privāti dzejoļi. Поэтому ты выбрал такую красивую девушку, что это стихотворение как бы адресованное ей. Es mēģināju atrast to savrupību, to nomaļumu, to perifēro kaut kādu mirkli, lai kaut cik nedaudz izturētos godīgi pret tiem dzejoļiem. Savukārt par padzīvojušajām kundzēm tas bija nekrietns, bezkaunīgs eksperiments, jo Svena Kuzmina darbā Dizažio ir ļoti pikantas lietas, un konkrētajā epizodē es lasīju priekšā dāmām, es mēģināju noskaidrot, ko nozīmē jēdziens hobofīls, kas ir aprakstīts romānā Dizažio. Tas ir ļoti bagāts cilvēks ar seksuālām deviācijām, kurš stājas dzimuma sakaros ar bomžiem. Un tas ir līdz tādam viscerālam pretīgumam tur ir aprakstīts, jā, kad būtībā pat iedomājoties par to paliek slikti, un Marta pēc tam raidījumā arī Svenam prasa, no kurienes tu to zini, kā tu par to vari tik ļoti detalizēti rakstīt. Un tad tur Svens minstinās un vēl kaut ko. Un, protams, kad romāna lapās padzīvojušām kundzēm raksta, kā viņš tur noģērba bombzim drēbes un tur viss smirda apakšā, un tad viņi ar viņu tur kniebjās, ja? Nu, protams, ka tajā brīdī padzīvojušas kundzes ceļās kājās un iet prom. Kas ir нормально. Да, вот этот вопрос, который Марта задала Свену Кузминцу, откуда он так знает про жизнь бездомных, он сказал, что личного опыта у него, конечно, не было, но он все-таки человек с улицы, и вот этот опыт общения с людьми, видимо, дает ему право такое писать. А я уж подумала потом, что один человек как-то так среагировал, второй глазами похлопал, две ушли, и вот стоит потом Густавс и читает стихи просто перед манекеном, женщина в кружевном белье, но это манекен, или даже перед котом. То есть это уже что? Почему уже не перед людьми? Jo, es nezinu, dzēnieks var rakstīt, ja dzēnieks var rakstīt vēja pūsmiņai vai viļņa putu galiņam vai kādam konkrēti vai meitenes acu piemiedzienam, kā kaut kādai pilnīgi mikroskopiskai, bet milzīgai sajūtai vai mirklim, tad kāpēc mēs nevarētu lasīt akmenim, vēja pūsmiņai un kaķim? Да, можно читать. Не знаю, как насчет камню, а перед котом точное стихотворение можно прочитать, потому что любители животных, они же все говорят, это не морда, это лицо, это практически как человек, а это даже лучше, чем человек. Вот человек предаст, а собака никогда. Вот у нее, моей собаки не морда, а лицо. Так что, да, согласна. Но еще там один интересный эпизод, это когда Марта и Свен Кузминц, они воссоздали как бы каюту корабля, чтобы вот погрузить в мир Кикона, и когда они разбирают какие-то открытки, которые он присылал им, ну, как я понимаю, с морских своих походов, возможно, Свену как своему другу. Что я там увидела? Я увидела такая, как открытка Анна Ахматова. На обратном стороне, на которой было напечатано, видимо, стихотворение, но как я ни пыталась, я не могла увидеть, какое там на русском языке стихотворение. И уже стихотворение самого Кикона, его читают, там смысл примерно такой, что фотография родителей, старая какая-то, не выбрасывайте своих родителей в мусорник. Они никогда не зарывали голову в землю, они знали, что голова это там для птиц, их ноги вросли в эту землю, в пожухшую траву. Не сжигайте вот эту пожухшую траву, не сжигайте старник, потому что там гнезда наших родителей. Но здесь я хотела бы, знаешь, о чем с тобой поговорить? Вот Ахматова, русская поэтесса, там такая
открыточка уже такая сложенная. А сейчас мы сами знаем, да, что происходит вот это представление о русских, понятно, чем сейчас оно вызвано, да, идет такая попытка отмены русской культуры, критикуют Миланскую оперу за то, что они там Ласкало начинают сезон оперы там, русского композитора. Но у того же Киконе была Ахматова, вот фотография на этом столике, то есть, возможно, вот это проникновение. Вот что ты думаешь вот сейчас об этом? Вот надо ли нам, ну не то, что не надо ли, но есть ли основания для того, чтобы сейчас вот эта отмена, как это называется, отмена русской культуры? Что ты об этом думаешь? Сложный вопрос, провокационный, возможно. Но если бы не увидела фотографию Ахматовой в этом эпизоде, не стала бы спрашивать. Ja mēs ļautu lielās lietas pasaulē izlēmt dzejniekiem, es pieņemu, ka būtu miers. Да, если бы мы позволили такие великие дела вершать поэтам, то на земле настал бы мир. Очень бы хотелось в это верить. Jā, gribētos to, bet tas ir tik ļoti sarežģīts un grūts jautājums, ka tas būtu bezatbildīgi no manas puses šobrīd viņu vienkāršot vai Упрощать не будем, jā, хорошо. Vai trivializēt kaut kādā veidā. Es teikšu, es nezinu. Es nezinu, jo kā te pirms raidījuma kāds cilvēks teica, ja, kas tad viņam ir tēvzeme, kas tad viņam ir tas, kas viņu iesakņo tēvzemē, ja, kas viņam ir roģina un kas viņam ir radnoja. Ja, tad valoda, savējie māju sajūta, bet ja tavas valsts vara ir vienkārši agresīva tirānija, tad tu nevari justies šajā konkrētajā strīpiņā, kas uz kartes ir iezīmēta kā tavas valsts robeža, tu vairs tur nevari justies. Ne kā dzejnieks, ne kā rakstnieks mājās. Tā nav vairs tava roģina. Jā, tā ir elles bedra, kurā pazūd pilnīgi viss. Un, protams, ka tas rada lielu sajukumu dvēselē un prātā, un kamēr dvēsele ar prātu nelīdzsvarosies, neizlīgs kaut kādā veidā, un tikmēr nebūs nekādu skaidru atbilžu šo. Un es domāju, mēs uz šādiem jautājumiem skaidrs atbildes nesaņemsim ļoti ilgi. Un es neapskaužu krieviskajai kultūrai piederīgo pasaules daļu. Nu, skarbs laiks jums priekšā ir. Ja? Un jūs dabūsiet mizā 20 gadus no vietas tagad, tā kā turieties. Kā saka Liepājā, tup un turās. Да. Но в вашей программе в предыдущих сезонах еще успели поговорить о представителях русской культуры, в том числе о Николае Добычине. Мне почему хочу сказать, что все программы, вот это первая, о которой мы сегодня говорим, про Кикона Свена Кузьминца, их можно послушать на портале. Var noskatīties replay LV, LSMLV, visām epizodēm, visām sezonām ir jābūt replay LV un LSMLV. Tur noteikti, vismaz atslēgvārdus ievadot, noteikti var atrast saiti. Да, литературы можно даже по датам, но легче всего зайти и найти программу литературы, и там очень удобно, можно посмотреть, вот, что вас заинтересовало. Vēl es piebildīšu, ka pēc katras epizodes uzaicinātais rakstnieks raksta eseju, tādu tā kā aprakstu, ko viņš ir sajūtas un kāda viņam ir tā pēcgarša un tas sajūtums. Ja? Tur vēl klāt ir tāds pievienotais материалс. Да, и я вот в этом архиве, там мне много что привлекло внимание. Там, например, есть Кнут Скуйнекс, который рассказывает о Рудольфе Блауманисе. Я думаю, это очень интересно. Также писательница Лайма Кота, бывшая Мукту Павла, которая сейчас живет в Стамбуле. Очень интересно, наверное, вот это, как она теперь впитывает в себя вот эту очень самобытную культуру, как она себя там чувствует. Она рассказывает, показывает нам поэтессу Элзу Тесбере. Там очень много интересного. И есть одна серия, 17 апреля 2021 год, литературы. Это поэт Семен Ханин и писатель Леонид Добычин. Конечно, там идет речь о произведении Добычина «Город Н». В 1934 году, по-моему, было издано это произведение, потом больше 50 лет его не издавали, обвинили Добычина в формализме, но все считают, что на самом-то деле это очень хорошее произведение, его можно найти, естественно, тоже в интернете. И что мне понравилось, там Ханин
вместе с Мартой Селецкой они читают фрагмент из книги «Город Н». Один на русском, другая сразу на латышском. Давайте послушаем, как это звучит. Bet Dabīčinam, liekas, arī tā forma ļoti strādā. Viņam forma ir ļoti svarīga. Viņš visu laiku arī taisa kaut kādas sakaras starp kaut kādām lietām, bet atkal viņš parāda to arī, ka viss ir viena izmēra. Lielas lietas, mazas lietas. Kā kino montāža. Tā ir, protams, arī. Viņš vienkārši tāds kadriņš, tas kadriņš kopā, viņš varbūt nav emocionāls, bet mēs piešķiram to emocionāli, to redzot vai to lasot. Училище было коричневое. И фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. Reālskola bija brūna, un tās fasāde, kas bija ar gropēm sadalīta gabaliņos, atgādināja šokolādi. К треугольному полю фронтончика был приделан чугунный орел. Pie ģēvelītes, 3 stūra malas, bija piestiprināts čuguna ērglis. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. Ar vienu ķepu tas bija sažmiedzis čūsku, un otrā turēja cepteri. Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стрижкиным. Man nevisai veicās aritmētikā, un es meklēju iespēju satikt Vāsju Striškinu. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх в коридор старшеклассников. Bieži es gaidīju viņu pie pakaramajiem vai uzkāpu augšā uz vecāko klašu audzēkņu gaiteni. Там против лестницы были часы. Tur iepratī kāpnēm bija pulkstenis. Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Man tāds nav. Uzraugs Иван Моисеевич. А я? Надзиратель Иван Моисеевич бросался ко мне, чтобы я убирался. Uzraugs Ivans Moisēvičs skrēja man klāt, lai es vāktos prom. Во время большой перемены мадам Головнева продавала в гимнастическом зале булки и чай. Pērējā starpbrīdī madama Головņova vingrošanas zālē pārdeva karašas un tēju. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеевич любезничал с ней. Viņa bija kupla sieva, poliete, un Ivans Moisēvičs gar viņu lakstojās. Ее муж Головнев, вахтер, низенький, стоя у печки, смотрел на них. Viņas vīrs, sargs Головņovs, strupulīgs, uz viņiem skatījās stāvēdams pie krāsnes. Nu, šeit mēs it kā esam tur, tā vieta, kur it kā notiek romāna darbība. Bet, protams, mēs neesam kaut kādā arī netaisna veida. Jā. Mēs esam tieši kaut kāds 110, 115 gadus vēlāk. Jā, es nedomāju, ka viss tur dokumentāls. Jā. Медиаполе. На латвийском радио 4. То есть вот команда Марта Селецкая, Густав Стерзенс, Удис Олте, с ними наш известный поэт Ханин, отправились в Даугавпилс и искали там следы вот того, что написано в романе Леонида Добычина «Город Н». Я сейчас позволю себе прочитать еще один фрагмент, чтобы кто-то, возможно, узнал в нем Даугавпилс. Расставшись с ним, мы пятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с 2 башнями. Узенькие, они издали походили на свечки. Говорят, это бывший костел, рассказала София Самоквасова. Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо с солдатом на козлах промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке. «Мадам Фу-Фу, голова в пуху, одета по моде, а голова-то в комоде». Cik skaisti.
Tas, un arī mēs jau, starp citu, Semjonu nesen satikamies, bijām Krievu drāmas teātrī, mēs satikāmies, bija Petrenko uzvedis Bulgāko suņu sirdi, un mēs vēlreiz nosmējāmies par to, ka ir tāds joks par Semjonu Haņinu. Cik latviešu dzejnieki ir vajadzīgi, lai pārtulkotu vienu Haņinu? 13. Nē, visi. Сколько, да, надо переводчиков, чтобы перевести поэзию Семена Ханина? Там ответ вроде как 13. Получается, нет, что... Mēs vēl tālāk, mēs vēl teicām, visi 13, bet tas jau tā melni. Да, сложно. Ну что ж, я желаю... успеха вашей программе. Уверена, что будут много зрителей, будут продолжения. Jā, mēs gaidām arī LR4 klausītājus, lai jūs kļūstat par LTV1 skatītājiem. Un nākamā literatūra ēterā būs 21. janvārī 17:30 sestdienā LTV1. И кто будут героями следующей программы? В 17:30 по субботам литературы. Пага. Ну, там целая команда. Vilma Lotte Vītiņa par Čaku būs. О, про Александра Чака. Ну, это же красота. Я думаю, что много, кстати, переводов на русский язык, поэтому уж кого-кого Александра Чака знают хорошо. И я желаю в том, чтобы появлялись у вас и наши латышские, хотя бы русскоязычные писатели. Вот Андрей Шаврей, например, книгу написал «Рига и Трио Миша». Он может стать героем вашей программы или нет? Mierīgi, un mēs arī ar Orbītas džekiem visiem esam runājuši par to. Tur ir gan ir jāpiestrādā, bet tur ir, kur rakt, tā kā tas pats Добīčins, viņš так крieviski rakstīja. Да, есть куда копать, да, конечно. Есть у нас в Латвии и хорошие поэты-писатели, которые пишут на русском языке, но есть прекрасные переводчики, которые их переводят. Protams, jā, un tās laikmeta liecības ir ļoti svarīgas, jo, kā saka, par labu saturu vēl neliecina tas, ka tu esi apdrukājis papīru. Tas vēl nepadara grāmatu par grāmatu. Ja? А что тогда, если не просто буквы, которые ты просто что-то напечатал? Tāpēc mēs dodamies literatūrai, чтобы это понять. Jā, lai to noskaidrotu. Ну что ж, это был Густав Стерзенс, известный телерадиоведущий, один из авторов проекта «Литература» на канале ЛТВ-1. Новая серия, запустили новый сезон по субботам в 17:30. И на платформе Replay можно увидеть все программы предыдущих лет, в том числе и о тех, о которых мы говорили сегодня. Спасибо. За операторским пультом была Яна Дрейман, и программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо нашему гостю. Paldies. Uz tikšanos. Да, и спасибо нашим слушателям. Всего доброго. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиаполе. На Латвийском радио 4.